Промывка, монтаж и запуск. В столице республики идет подготовка фонтанов к летнему сезону. Уже в ближайшие выходные запланирован их запуск по всему городу. Подробнее о подготовке в сюжете Афанасия Николаева. Инженеры очищают машинный зал от талой воды, устанавливают насосы и фильтрационные камеры. Но это только малая часть. На самом деле основной вал работ пришелся, как ни странно, на зимние месяцы. За это время вся силовая установка и запорная арматура была отремонтирована и готова к запуску. Оборудование пережило зиму так как на предхранении в теплом помещении. Было произведено полностью ремонтные работы, гидравлики всей. То есть были все гидравлическая часть насосного оборудования была перебрана. Дальше затворные тоже все перебрали. И я так думаю, что проблем у нас не будет с насосом. Работу фонтана на площади Орджоникидзе обеспечивают 5 насосов. Они дают давление в среднем 12 килограмм на квадратный сантиметр. Но в то же время главное украшение площади страдает от вандалов. Часто по незлому умыслу, а по незнанию. Вода проходит через 2 фильтра грубой очистки, но они не обеспечивают полной безопасности для силовой установки. Из-за попадания на крыльчатку насосов мелкого мусора из чаши фонтана, включая монеты, он может выйти из строя. Забрасывают как? У нас любители пошутить, не знаю, просто заливают сюда в основном ферри и по традиции пытаются забросить туда фонтан мелочь, которая попадает именно через всю гидравлику, попадает в насосную группу и происходит выход из строя. Одно загаданное желание городу обходится, грубо говоря, 700 евро. Возможно, уже завтра инженеры проведут пробный пуск фонтана на площади Орджоникидзе. Пока предстоит завершить работы в машинном зале и отмыть чаши фонтана. К 1 июня, Дню защиты детей, ожидается запуск не только 2 крупных фонтанов на площадях Ленина и Орджоникидзе, но и 3 плавучих фонтанов на озерах Теплая, Талая и Щорса. Афанасий Николаев, Василий Соловьев. Новости столицы.